Добрый вечер, это итоги дня на Якутии-24. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Борьба с коронавирусом. Главам районов и наслегов нужно взять на контроль граждан, прибывающих в труднодоступные населенные пункты. Об этом заявил Айсен Николаев. Обмен опытом. Минздрав направил группу врачей в Москву изучать работу инфекционных отделений для лечения больных с COVID-19. В Мирном два события. Завершилось строительство многоквартирного дома и открыт муниципальный IT-центр. Игры Дыгына. Популярные соревнования якутских атлетов стартуют завтра. Прямой эфир будет вести НВК «Саха». Я исследователь. В Валдане подведены итоги районной научно-практической конференции. Исследовательской работой занимались дошкольники. Главам районов и наслегов нужно взять на контроль граждан, прибывающих в труднодоступные населенные пункты. Все они должны сдавать тесты на коронавирус по методу ИФА и ИХА. Такое заявление на совещании с руководителями муниципальных образований сделал глава республики Айсен Николаев. Он сообщил, что эпидситуация в республике остается сложной, но сокращается количество людей, которым положена госпитализация, и тяжелые больные. На сегодня в Якутии занято 58% коек, 89 пациентов находятся в реанимационных койках в Якутске и нескольких районах. Нужно усилить консультативную работу по лечению тяжелых больных с районными больницами, заявил глава республики Айсен Николаев. По информации регионального оперштаба, 215 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за последние сутки. Из них в Якутске 113 человек, в Алданском районе 11 случаев, в Мирнинском 9, в Неренгринском 8, 7 случаев в Мегино-Кангаласском районе, в Ленском районе 6. Еще в 23 районах республики выявили от 1 до 5 случаев. За сутки в лаборатории региона провели более 4000 исследований на COVID-19. Сегодня мы бы хотели обратить особое внимание на то, что уже достаточно большое количество людей, около 60% всех заболевших у нас выздоровело. Однако само по себе поствыздоровление людей и, соответственно, их состояние после того, как перенесен заболевание ковид, требует от нас усилий, направленных на усиление реабилитационных служб. На настоящий момент, как мы уже говорили, у нас достаточно плотно сегодня работает в Мегино-Кангаласском районе санаторий-профилакторий «Абылах». Его подразделение работает здесь, на территории города Якутска, начинает отрабатывать свою реабилитационную программу РБ-3. И, соответственно, мы заканчиваем проведение работ по открытию реабилитационных коек на уровне дневного стационара в Нюрбинском улусе. Алроса продолжает активную работу по противодействию коронавирусу. Компанией делается все возможное, чтобы производственная деятельность и жизнь работников вернулись в привычное русло. На предприятиях Алроса продолжают действовать жесткие меры антивирусной безопасности. На производственных площадках Алроса усилен контроль за соблюдением всех норм, направленных на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников. В ежедневном режиме решаются вопросы жизнеобеспечения поселков и городов Мирнинского района. Компания закупила оборудование и средства защиты для местных больниц, ввела обязательный термоконтроль пассажиров в аэропорту города Мирный, минимизировала риски заражения на производстве. Всего Алроса направила на борьбу с распространением коронавируса более 500 миллионов рублей. В тесном взаимодействии с государственными органами власти и муниципалитетами республики действует оперативный штаб, который возглавляет заместитель генерального директора Алроса Алексей Дичковский. Для того, чтобы повысить эффективность работы, чтобы не было дублирования, чтобы мы отвечали за общие задачи. Конечно, ключевая задача на первом этапе, в марте мы сразу создали единый медицинский штаб, где фактически идет не просто координация нашей работы, но в целом управление этой системой. Создали сразу в марте центр тестирования. Среди жителей Мирнинского района мы провели около 90 тысяч лабораторных исследований. Самым главным, наверное, этапом это было укрепление больниц. Первая задача в рамках укрепления больниц – это усиление диагностических возможностей системы здравоохранения. В городе Мирном у нас работает 2 компьютерных томографа. Один старый был там 16-срезовый,
новый, купленный компанией, это 64 среза, очень мощный. Мы восстановили компьютерный томограф удачно. Кроме того, мы от РБ-3 на приобретение реактивов помогли на 32 миллиона рублей. Ну, 33 фактически, 32 миллиона 700 тысяч рублей. Сунтарская больница 1 миллион рублей, Нюрбинская больница 7 миллионов рублей и Ленская больница 7,5 миллионов рублей. Более подробно о том, какие еще меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принимает Алроса, читайте в республиканских газетах Саха-Сырья и Якутия на следующей неделе. Каким образом будет скомпенсировано перераспределение плановой помощи в больницах и обеспечение лекарствами арктических районов Якутии? Эти и многие другие вопросы обсудили на рабочем совещании депутат Госдумы России Галина Данчикова и министр здравоохранения Елена Борисова вместе с главными врачами 64 медорганизаций республики. Как сказала Галина Данчикова, много вопросов возникло по работе с вахтовыми рабочими. На сегодняшний день они не прикреплены к медучреждениям в населенных пунктах. Я думаю, что мы совместными усилиями сможем устранить те пробелы, которые есть в законодательстве, в нормативно-правовой базе. В принципе, думаю, что совместно с Министерством здравоохранения эти вопросы мы регулируем. Наша система здравоохранения, она показала свою эффективность. И мы смогли, благодаря усилиям огромной работы наших медиков, врачей, среднего медперсонала, скорой помощи, в общем-то, обеспечивать предоставление помощи жителям нашей страны и непосредственно жителям Республики Саха-Якутия. Диагностика в Нерюнгринской ЦРБ выходит на новый уровень. Еще в 2019 году по инициативе главы республики Айсена Николаева была утверждена стратегия развития здравоохранения Нерюнгринского района до 2024 года. И одним из пунктов этой стратегии было создание сосудистого центра с диагностикой и лечением, что предусматривает, в частности, установку компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и антиографического комплекса. Продолжит наш корреспондент Екатерина Павлова из Нерюнгри. В помещении, предназначенном для размещения ангиографической операционной, полным ходом идет ремонт. Чистовые отделочные работы на этапе завершения. Новое оборудование уже на месте и ждет своей установки. Ангиографический комплекс был приобретен в рамках национального проекта здравоохранения по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С начала 2021 года к нам приезжают уже 2 рентген-хирурга, которые будут производить уже запуск оборудования. Ну и там уже в последующем с начала января будет постепенно уже производиться начало работы, ну, именно медицинского, обследования, лечения пациентов. Также в рамках нацпроекта в районы больницы впервые заработал аппарат МРТ. Ранее жители района были вынуждены ездить для МРТ-обследований в другие крупные города. Сегодня в Нерюнгри уже проводится по 7-8 исследований за день. МРТ позволяет выявить начальную стадию болезни, найти аномалию, требующую безотлагательного начала лечения, хирургического вмешательства. Аппарат обладает возможностью развернуть снимок в любой проекции и посмотреть исследуемые органы с любой стороны. Можем определять уже и злокачественное образование небольшого размера. Также можем поражение центральной нервной системы определять. Более разрешающая способность аппарата позволяет делать уже мелкие такие изменения в головном мозге определять. Ну, в принципе, уже здесь работа ведется, пациенты ежедневно уже здесь получают обследование, и мы хорошие результаты имеем. Сегодня окончено обновление рентген-кабинета. Установлен новый рентгенодиагностический комплекс Итал-Рей. Получены первые качественные снимки. Благодаря происходящей сегодня мощной перезагрузке медицинского оборудования, жители Нерюнгринского района получают возможность правильной и своевременной диагностики с помощью современных методов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Минздрав республики направил группу врачей Якутии в Москву изучать работу инфекционных отделений для лечения больных с коронавирусом. Специалисты из разных районных центров республики в течение недели знакомились с самыми последними методами работы в борьбе с COVID-19. Репортаж нашего корреспондента в столице страны Максима Кардозу.
Группе якутских врачей удалось побывать в самых главных медицинских центрах, которые специализируются сегодня на лечении пациентов с коронавирусом. Это и всем известная больница в Коммунарке, Институт Склифосовского, временно размещенные госпиталя на территории спортплощадок. В каждой локации московские специалисты старались поделиться своим опытом и узнать о работе якутских врачей. Резюме абсолютно положительное. Коллег из Якутска, они знают все препараты, которыми пользуемся мы. Они используют их абсолютно правильно, с пониманием, по показаниям, подтверждают эффективность тех или иных лекарств, методов. И мы, собственно, с ними говорили в унисон. Эксперты отмечают, в лечении пациентов с коронавирусом важны любые детали, и диагностика должна проводиться очень внимательно, причем на протяжении всего периода лечения. Ощущения пациента в этом очень важны. Становится лучше. Не становится лучше, состояние остается без динамики или становится хуже. В чем хуже? Есть ли признаки интоксикации, есть ли ломота в теле, головная боль. Вот эти моменты, знаете, порой очень тонкие моменты, на которые нам приходится ориентироваться в выборе правильной тактики лечения. Также врачи рекомендуют не пренебрегать мерами личной безопасности, носить маски, перчатки, пользоваться санитайзерами и при недомогании не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Доктора напоминают, один из главных симптомов коронавирусной инфекции – это потеря обоняния, даже частичная. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Вернемся и продолжим программу «Итоги дня». Смотрите далее. В Мирном сразу 2 события. Завершилось строительство многоквартирного дома и открыт муниципальный IT-центр. Игры Дыгына, популярные соревнования якутских атлетов, стартуют уже завтра. Прямой эфир будет на НВК «Саха». Я исследователь в Алдане. Подведены итоги районной научно-практической конференции. Выступали дошколята. Это итоги дня на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Многие якутяне продолжают вступать в ряды добровольцев и помогать нуждающимся. В преддверии Дня добровольца наша съемочная группа побывала в республиканском волонтерском корпусе. Сюжет нашего корреспондента Агафьи Гоголевой. Пандемия вызвала настоящий подъем добровольческого движения России. Неравнодушных к чужим проблемам жителей с каждым днем все больше. Штабы регулярно пополняются новыми добровольцами. Республиканский волонтерский корпус с марта месяца собрал возле себя более 3500 добровольцев якутян. Это студенты, работающая молодежь, учителя, преподаватели, индивидуальные предприниматели, самозанятая молодежь, население, безработные тоже есть. Волонтерство стало феноменом этого года. Еще никогда якутяне не были так социально активными и заинтересованными во взаимопомощи. Но бывали моменты, когда волонтеры сталкивались с непониманием со стороны окружающих. Зачем рисковать здоровьем? Ради чего? Ведь труд волонтеров не оплачивается. В конце дня я чувствую какую-то усталость, но она очень приятная усталость от того, что ты не остался в стороне, ты все-таки помог, несмотря ни на что. И, например, когда мы развозили одноразовую продуктовую помощь, вот май месяц, июнь, когда ты отдаешь этот пакет старушке, да, бабушке, и она она так искренне благодарит, и это вот чувство вот до сих пор, я вспоминаю, у меня мурашки идут, да, то есть это такое состояние неописуемое, оно очень приятное и как бы очищаешься. Главное преимущество добровольческой деятельности – это научиться чему-то новому, неважно в какой сфере. Навыки пригодятся в будущем, считает начинающий волонтер Ольга. Есть много очень интересных, занимательных дел. Это самое главное – это добровольчество. Мы работаем с пожилыми инвалидами ковидными. Они все очень относятся к нам с добром, хотят поговорить о чем-то тоже, потому что одиноки чаще всего это, потому что к ним никто не приходит. Я научилась больше себя сдерживать и научилась терпению. На сегодняшний день корпус нуждается в автоволонтерах для доставки продуктов и медикаментов пожилым и маломобильным людям. Желающих просят обращаться на сайт мывместе2020.рф. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня в Мирном в жизнь воплотились сразу 2 важных социальных проекта. Завершилось строительство многоквартирного дома, а также открытие муниципального IT-центра. Репортаж Марферины Алексеевой.
Около 200 переселенцев из 6 аварийных домов наконец обрели новое жилье. Трехэтажный 71-квартирный дом полностью готов к эксплуатации. Дом построен по трехстороннему соглашению между правительством республики, акционерной компанией «Алроса» и администрацией города Мирного в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Закончить строительство планировалось в августе этого года. Пандемия сдвинула сроки, но, несмотря ни на что, работы все же окончены. Счастливые новоселы встретят наступающий год в новых квартирах. Сходил в жилищный, и мне подтвердили, что да, вы будете получать в новом доме. Ну, естественно, я очень был рад этому, потому что я не верил этому, не верил и все. А сейчас вот именно уже все верю. После того, где мы жили, и после того, как сейчас нам дают, это совсем разные вещи. Где полы кривые, где все разваливается, и сверху, можно уже сказать, скоро все отвалится. Это совсем другое жилье. На базе Центра дополнительного образования открылся муниципальный IT-центр. Дизайн комнаты спланирован так, чтобы посетителям было максимально комфортно проводить время. Помимо современных компьютеров и интерактивной доски есть уголок релакса. А также сотрудники IT-центра создали и установили умный голосовой помощник по имени Айта, с помощью которой можно управлять рабочими станциями, включить или наоборот выключить свет. Гостям был представлен проект будущего Дворца детства, который расположится в незавершенной постройке корпусов Политехнического института. На сегодняшний день объявлен аукцион на его строительство. Объект планируют создать в 2022 году. Состоялось совещание, посвященное исполнению поручений, данных главой республики Айсеном Николаевым в ходе рабочей поездки в августе и сентябре текущего года. Всего было дано 30 поручений. На сегодняшний день исполнено 3. До конца года дети-сироты будут обеспечены жильем. Также решен вопрос с бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. И на постоянном контроле находится вопрос о реформировании совхоза «Новый». Совещание завершилось торжественным вручением государственных наград. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Алдане подвели итоги районной научно-практической конференции под названием «Я исследователь». Свои изыскания экспертам представили воспитанники детских садов. Исследовательской деятельностью дошколята занимаются вот уже более 10 лет. В этот раз малыши сделали несколько десятков самых разных открытий, а защита работы проходила дистанционно. Тему продолжит Татьяна Вахнина из Алдана. Это не просто коробочки, это маячки безопасности изобретения 5-летнего Владика. Вопросом о том, где таится опасность в быту, Владик озадачился всерьез и ответы искал вместе с воспитательницей и родителями. Теперь об угрозах предупреждают маячки безопасности. Вот такие коробочки напечатал принтер. Но принтер не может сделать так, чтобы коробочки засветились. Наталья Владимировна сказала, что в коробочки надо вставить маленькие лампочки. Воспитанники детских садов района сделали порядка 30 открытий. Дистанционно разработки ребята представили на ежегодной научно-практической конференции «Я исследователь». Каким бывает крахмал и для чего он нужен, узнала Ксюша. Если к крахмалу добавить йод, он станет синим, а под громкими звуками разведенный в воде порошок твердеет. Ксюша готовила из крахмала мягкий пластилин, из которого получились замечательные игрушки. Дальше я решила сделать антистресс. Я положила в шарик крахмал, завязала веревочкой и нарисовала личико. Самыми юными участницами научно-практической конференции стали 4-летние исследовательницы из города Томот. Маша сравнила уточек и курочек. Орнитологический интерес у девочки возник после прочтения сказки «Курочка Ряба». А Настя экспериментальным путем выяснила, какая вода лучше для растений. В разных водах она проращивала горошины. Что для роста растений подходит обычная водопроводная вода. Коллекция игрушек Насти из села Хатыстыр пополнилась забавными куколками. Папа Насти – охотник, и девочка с мамой и 3 сестрами увлеклись изготовлением игрушек из кости. В процессе созидания девочки изучили массу национальных детских игр. Игра в точечки. Настя, в этой игре ты должна разложить копыта от 1 до 10.
Маленьким ученым интересно все. С детьми истины познают и их наставники посредством опытов, рассуждений и наблюдений. Научно-познавательным процессом вместе с учеными увлекаются также родители и одногруппники. Татьяна Вахнина, Алдан. В Якутске в торговом центре «Апельсин» открылась ярмарка российско-белорусской обуви. Высокое качество, широкий размерный ряд и особое внимание производителей к разным деталям. Найти удобную обувь, подходящую для суровой якутской зимы, порой бывает очень сложно. Помимо натуральных материалов, в ней должно быть тепло и комфортно. Подобрать модель даже для самого взыскательного покупателя обещают на ярмарке обуви от российских и белорусских производителей, которая в эти дни проходит в столичном торговом центре «Апельсин». Обувь идет для косточек, то есть для широкой ноги, для голенища, то есть она выполнена вся из натуральных материалов. На ярмарке представлен широкий размерный ряд от 35 до 49 размера. Особое внимание продавцы уделяют подошве их изделия. Она многослойная и ребристая, выполнена из каучука, которая не замерзает на морозе, а значит не будет скользить. Первые покупатели уже успели оценить качество изделий. Тепло, конечно, чтобы теплые были сапожки-то. Удобные, теплые, и чтобы подошва была, чтобы она не скользила. Чувствую, что я все-таки, видимо, подберу, потому что выбор хороший. Желающим изучить ассортимент и подобрать подходящую модель нужно поторопиться. Ярмарка продлится до 8 декабря включительно. Якутский боксер Василий Егоров вышел в финал чемпионата России. В полуфинале наш спортсмен выиграл у чемпиона Москвы Артура Нагопетяна. Напомним, что на соревнованиях выступили всего 10 якутских боксеров, однако 9 из них потерпели поражение на ранних стадиях. Но Василий Егоров единственный, кто остался на турнире из якутян и продолжает борьбу за золотую медаль. Сидел как раз наш другой бывший тренер сборной. Уже завтра стартует финал республиканских соревнований по национальному многоборью игры Дыгына. 5 и 6 декабря на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» за звание победителя будут бороться 13 известных якутских атлетов. Сегодня стало известно, что из-за полученной во время тренировки травмы чемпион 2014 года Петр Старостин не сможет принять участие в соревнованиях. Финал пройдет в закрытом формате. Прямую трансляцию покажет спортивная редакция национальной вещательной компании «Саха». Оборудование передвижной телевизионной станции в настоящее время полностью установлено на месте проведения игр и идут последние приготовления. Весь народ Саха ожидает игры Дыгына. Наконец-то это совершится. И сегодня идут заключительные подготовительные работы. Все, у нас коллектив детских спортивных школ, все вышли с большим настроением, что наконец-то они будут проходить эти наши соревнования. Надеемся, все пройдет на высшем организационном уровне, но жалко, что без зрителей. Но я считаю, что ребятам на результаты это не скажут. Победитель есть победитель. Поэтому я пожелаю ребятам удачи, а всем жителям Республики Саха-Якутия, телезрителям желаю, чтобы они посмотрели наши соревнования и наслаждались. Прямая трансляция игр Дыгына будет организована на протяжении 2 дней на нашем телеканале с 14 часов до 18 часов вечера. Параллельно будут задействованы YouTube-каналы и приложения телекомпании. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте всегда в курсе вместе с нами и берегите здоровье, носите маски.